Возлюбленное дитя, я приближаюсь к тебе с сердцем, наполненным любовью, жаждущим соединиться с тобой в этот момент. Я чувствую стремление твоей души к большему успеху, могуществу и богатству. Будьте уверены, что я здесь, чтобы даровать вам эти благословения. Я благодарю вас за ваши твердые шаги и за то, что вы с верой пришли ко мне сегодня. Ваше доверие ко мне согревает мое сердце, и я хочу, чтобы вы поняли, что я был вашим прибежищем в каждый момент вашего существования. Я защитил тебя от недугов и опасностей, о которых ты, возможно, даже не подозревал. Если вы прислушаетесь к моим словам, вы станете свидетелем открытия дверей и обильного продовольствия, нисходящего из небесных окон. Откройте свое сердце вере не только на этот месяц, но и на каждый последующий месяц. Я всегда буду здесь для тебя. Избегайте блуждания по путям непослушания и не позволяйте абсурдным представлениям укорениться в вашем уме. Ваше присутствие здесь сегодня – результат не только моей любви, но и вашей непоколебимой веры. Ваша вера в мои обещания привела вас под защиту моей милости. Откройте свои глаза и приходите ко мне каждый день, чтобы получить мое послание. В этом месяце я раскрою уникальную цель, которую имею для вас. Вы цените меня, мою работу, свою семью, своих детей и своих друзей. На твоем сердце лежит особая миссия, но не бросайся в предприятие без моего руководства. Не позволяйте эмоциям управлять вашими шагами. Посоветуйтесь со мной, прежде чем принимать решение, потому что я хочу благословить вас по-своему. Не завидуйте благословениям других и не подражайте их действиям. Я приготовил для вас уникальные подарки, сокровища и навыки, ожидающие своего открытия. Эти благословения уже в пути, но вы должны оставаться стойкими в моем слове и моем присутствии, чтобы получить то, что по праву принадлежит вам. Не тратьте зря время, сравнивая себя с другими. Встаньте на свое место, и ваши мечты станут реальностью, ваши желания будут удовлетворены, а ваше лидерство процветет. Я зажгу в вас желание жить, бороться и работать. Приготовьтесь покорить землю, которую я положил перед вами. Отправляйтесь в это завоевание с моим словом в своем сердце. Не делайте ни шагу, не посоветовавшись со мной. Вы выполните свою часть работы с силой и мужеством, независимо от того, где вы находитесь. Относитесь к людям с изяществом и будьте примером любви и простоты. Не гонитесь за мимолетной славой этого мира, ибо она ведет к пустоте. Не хвастайтесь своим имуществом в поисках временных аплодисментов, ибо истинное удовлетворение исходит только от меня. Хотя их души могут быть наполнены одиночеством и обманом, ваши будут наполнены моей вечной любовью. Если я дарую вам великие благословения, не выставляйте их на показ открыто там, где подстерегают зависть и опасность. Не рискуйте своей семьей ради фальшивых аплодисментов. Воздержитесь от создания корыстных заголовков. Берегите свое сердце, ибо это мое торжественное предупреждение вам. Вы можете проигнорировать или отклонить мое сообщение, но знайте, мое слово будет исполнено. Оно посеяно в вашей душе и не вернется тщетным. Вскоре он прорастет, и ваша жизнь изменится. Я благословляю, защищаю и процветаю тех, кто остается верным мне, кто не игнорирует и не бросает меня. Моя воля, чтобы ты преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа благодаря моему святому слову. Я не требую невозможного. Я очень хочу услышать ваши молитвы, ваши покаяния и ваше желание перемен. Я открываю ваше сверхъестественное видение и касаюсь вашего духа своим могущественным помазанием. Почувствуй мое присутствие, я здесь. Все, что я говорю тебе, сбудется.
Ищите меня в моем слове и просите о чудесах, которые могут показаться невозможными. Вы увидите, что ваша вера и преданность не были напрасны. Придите, воззовите ко мне, и я отвечу. Я открою вам великие и сокровенные вещи с могущественными благословениями, которые удивят вас. Запишите это сейчас и заявите о своей вере в меня. Это месяц благословений, месяц молитвы. Это будет прекрасное время радости и размышлений, но я призываю вас не пропустить ни одного слова этого послания. Это месяц, когда вы можете слышать мое слово каждый день, чтобы оно запечатлелось в вашей душе и оживало, когда вы сталкиваетесь с проблемами, конфликтами, угрозами, слухами, нападками и сомнениями. Не бойтесь и не расстраивайтесь, потому что я всегда буду рядом с вами, чтобы предложить свою помощь. Я недалек и не скрыт. Если в какой-то момент ты споткнешься, твое искреннее покаяние и простая вера вернут тебя на благословенный путь. Знай, что моя любовь истинна и мое присутствие в твоей жизни подлинно. Вы никогда не сможете этого отрицать, даже когда невзгоды пытаются победить вас или смятение затуманивает ваш разум. Пламя, которое я зажег внутри вас, никогда не погаснет. Я люблю тебя, и ты всегда будешь это знать. Я прощаю тебя и предлагаю начать все сначала. Эти истины записаны и запечатаны, и вы будете слышать их каждое утро. У вас есть миссия, которую нужно выполнить. Нет пути назад, нет возможности сидеть сложа руки и ждать, пока кто-то другой вас мотивирует. Я хочу, чтобы ты повзрослел и вырос. Вы не созданы для того, чтобы всегда зависеть от других, которые могут вас подвести. Поднимитесь, измените свой образ мыслей и взгляните в то зеркало, которое часто вас обманывало. Посмотри, какая ты красивая. Цените добродетели, таланты и дары, которыми наделил вас ваш Небесный Отец. Вспомните каждый раз, когда вы преодолевали невзгоды, преодолевали трудности и не просили других о помощи. Ты вышел победителем, потому что в своем сердце ты взывал ко мне, даже когда чувствовал себя отстраненным. Станьте свидетелем того, как я проявил к вам любовь, протянул руку и не винил вас за ваши ошибки. Я спас тебя из этих ситуаций и даровал тебе триумф. Будьте уверены в том, что в этом месяце и во всех последующих я с вами. Моя любовь к вам глубока, и я буду продолжать подтверждать ее, поскольку знаю, что она укрепляет ваш дух. То, что ты слушаешь мой голос, никогда не утомит тебя. Я желаю твоей бесконечной компании. Я призываю вас впитывать каждое мое послание, позволяя этим сверхъестественным словам укреплять вас, когда вы их получаете и распространяете. В этом месяце сохраняйте стойкость в вере, всегда смотрите вперед и делитесь благословениями с другими. Грядут чудесные события, и на горизонте вас ждет огромная радость. Однако помните мои слова: ваша вера и ваше благодарное сердце откроют небесные врата, и божественные благословения прольются на вас и вашу семью. Теперь подтвердите свою веру в меня и встаньте, приветствуя победный месяц. Не бойтесь, вам не причинят никакого вреда, вы в безопасности под моей опекой. Даже если наступят трудные времена, сохраняйте доверие. Если кто-то уходит из вашей жизни или закрывается дверь, не бойтесь. Ты жив, и моя любовь к тебе бесконечна. Вы находитесь в совершенно особенном месте, и я хочу, чтобы вы получили исцеление, и я хочу утешить вашу душу моим Святым Духом. Я признаю вашу борьбу и желаю, чтобы вы испытали спокойствие и ни в чем не испытывали недостатка. Каждый день искренне и без страха выполняйте свои задачи, зная, что ваш Небесный Отец глубоко любит и охраняет вас.
Изменения, происходящие вокруг вас, являются результатом того, что моя могучая рука расчищает ваши пути, устраняет препятствия и отгоняет тех, кто стремится причинить вам вред или лишить вас радости. Не прекращайте свою деятельность, не прячьтесь из-за страха перед неизвестностью, не заглушайте свой голос. Продолжайте молиться и благодарить, не прячьтесь ни от кого, главное, не от меня. Я стремлюсь благословить вас за пределами вашего воображения, у меня есть сила творить великолепные чудеса. Я могу стереть ваши прошлые ошибки и сделать ваше будущее по-настоящему прекрасным. Я стремлюсь раскрыть вашему сердцу значение моей жертвы. Я отдал свою жизнь на кресте, неся все твои наказания в своем теле. Я пострадал за тебя с верой, я пришел, чтобы снять твою вину, чтобы ты больше не чувствовал себя побежденным. В этой жизни тебя ждет наследие, у меня для тебя в изобилии благословения и мир. Я посадил тебя в место безграничной любви. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя любимым и защищенным днем и ночью, в тепло и холод, куда бы ты ни пошел. Я искореняю одиночество, укоренившееся в твоем сердце. Это ощущение пустоты в животе, это зловещее ощущение, что произойдет что-то плохое, я искореняю это. Если тебя предали, и ты остался рыдать с израненной душой, моя слава окружает тебя. Он здесь, чтобы прошептать слова любви и сладости вашему сердцу, залечить ваши раны, смахнуть с вас пыль, протянуть руку и вознести вас к могущественному будущему. Не скорбите о тех, кто вас не ценит, не отводите особое место в своей душе для тех, кто причинил вам боль. Если они решат уйти, отпустите их. Если они захотят вернуться, обдумайте это внимательно и проявите осторожность. Не доверяйте любому, кто откроет вам свои объятия. Я не прошу вас жить в изоляции, меня также волнует ваше сердце и ваша романтическая жизнь. Позвольте мне организовать все по-своему. Не торопи моих решений, не требуй от меня немедленных ответов, не оплакивай тех, кто тебя предал. Научитесь ценить себя, осознайте, кто вы есть. Ты несешь в себе мой Святой Дух, как нежный голубь, который с нежностью парит и покоится на твоем плече. Оно будет направлять ваше сердце, не огорчать его, не прогонять. Точно так же, как голубь заботится о своих птенцах и защищает их от дождя и холода, ваша душа будет защищена, а ваш дух утешен. В этом эмоциональном послании услышите уверенность в том, что вас глубоко любят, ценят и защищают высшие силы. Поймите, что вы не одиноки, и что даже в трудные времена есть источник силы и любви, который никогда не поколеблется. Примите свою веру, поскольку это мощная сила, которая может вести вас по жизненному пути и принести благословения, превосходящие ваше воображение. Стойте твердо, верьте в путь, который лежит перед вами, и продолжайте верить в обещания светлого будущего. Когда вы, наконец, вернетесь ко мне домой на небеса, вы начнете понимать пройденное вами путешествие, но сейчас я желаю, чтобы вы ощутили вкус рая прямо здесь, на земле. Я хочу, чтобы ты знал, что моя любовь к тебе безгранична, ярче тысячи солнц, окружающих тебя сияющим белым светом. Я жажду благословить тебя, любить тебя и защищать тебя. Доверься мне и позволь мне позаботиться о тебе, твоя жизнь в моих руках. Позвольте мне расставить кусочки вашей жизни, привести людей на ваш путь. В мои намерения никогда не входило, чтобы ты шел один, обремененный нуждами, охваченный страхом. Никого не бойтесь, не цепляйтесь за земные блага, пока у вас есть жизнь, вы обладаете не только надеждой. С верой двери останутся открытыми, чудеса, даже необыкновенные, станут достижимы. Вы не могли бы сделать мне одолжение? Идите и скажите каждому члену вашей семьи, что я люблю их всем сердцем, нежностью и спокойствием.
Положите руки им на плечи, посмотрите им в глаза и произнесите такие слова: «Бог говорит тебе, что любит тебя, и я тоже тебя люблю». Пусть слезы текут, если хотят, без стыда. Сегодня путь восстановления и исцеления начинается в вашем доме. Божественное и сверхъестественное благословение, которое я посылаю, приближается, примите его с благодарностью. Приходите завтра, и я хочу поговорить с вами еще раз. Ты услышишь мой голос еще раз и наполнишься покоем. Знай, что со своей любовью я с нетерпением жду тебя. С этого момента ваш путь будет устлан успехами и благословениями. У меня есть для вас план, и никакое сопротивление не сможет ему помешать. Вы услышали зов, и вам не нужно собирать крошки, которые другие бросают вам на пути. У вас есть свои благословения и Небесный Отец, который приветствует вас в своих любящих объятиях, исцеляет вас, поднимает вас и дает вам процветание. Те, кто умалил вашу ценность, вскоре пожалеют о своих действиях, получив урок, который вряд ли забудут. Они осмелились бросить вам вызов, но я здесь, чтобы защитить вас. Я заставлю твоих противников отступить. Я очищаю твой путь от любых препятствий и споров. Воспользуйтесь этим моментом. Не изолируйте себя, оплакивая прошлое, которого больше нет. Перестаньте взывать к ветрам, которые вас не слышат. Избавьтесь от тоски по ложной привязанности тех, кто пренебрег вами и замышлял ваше падение. Надеюсь, ты не проявишь больше любви к этим неблагодарным существам, чем ко мне. Рядом со мной вы испытаете радость, которую никогда раньше не знали, и эмоции, настолько прекрасные, что вы никогда не думали, что это возможно. У меня есть для тебя важная цель, и я прокладываю путь к твоей мечте. Нет необходимости оглядываться назад. В твоем прошлом нет никого, кто любил бы тебя так сильно, как я, кто желает тебе только добра, кто мог бы благословить тебя и направить тебя. Примите это чувство любви и защиты божественной сущности. Я не прошу материальных благ. Золото, серебро и драгоценные камни меня не впечатляют. Что трогает мое сердце, так это ваша вера и искренность. Вы жаждете перемен, живете так, как следует, извлекая максимум пользы из каждого момента и используя свои таланты и ресурсы, чтобы благословлять других, начиная со своей семьи. Вы хотите поделиться посланием о том, что любовь, прощение, спасение, путь и истина существуют. В моем присутствии люди найдут в себе силы начать все сначала. Оставьте прошлое позади, выберите свою судьбу, и если вам понадобится помощь, знайте, что я здесь. Чтобы помочь. Я навсегда уберу любые препятствия с твоего пути. Так что не падайте духом, когда вы больше не услышите от манипулирующих людей. Я пожертвовал своей жизнью на кресте, чтобы дать тебе свободу. Вы не рождены для того, чтобы жить в эмоциональном плену, терпя крики и насмешки ложной любви. Вы больше не будете тосковать по ним. Я прививаю вам дух любви, самообладания, смелости и честности. Если вам придется противостоять личностям из вашего прошлого или пройти через огонь предыдущих испытаний, не бойтесь. Я рядом с тобой. Вы заставите замолчать рычащих львов, победите насмехающихся противников и пройдете сквозь огонь, не чувствуя боли, которая когда-то поглотила вас. Сегодня во имя Мое Святое вы столкнетесь с этими проблемами, и в Моем Святом Духе вы победите их. Скажи мне с верой, что ты веришь. Активируйте свою веру. Пусть ваша душа резонирует с Моим Словом. Помните мои святые обещания. Они – ваш щит и ваш меч, когда надвигаются невзгоды. Кто с тобой? Всемогущий Бог, Царь царей, Господь господствующих. Величественный в силе и власти, который дает вам силу побеждать. Ответьте мне.
Я хочу услышать твой голос. Почувствуйте, как эти слова разжигают веру, которая когда-то была обескуражена, зажигая пламя вашего желания победить. Слушайте, принимайте и верьте. Нет такой вредной привычки или порока, который вы не могли бы преодолеть. Враг не имеет над вами власти, и вы должны заявить эту истину. Ни колдовство, ни заклинание не смогут вам навредить. Силы зла могут окружать вас, но это всего лишь шум, пустые угрозы, пытающиеся вселить страх. Потому что страх — единственное, что может помешать вашему прогрессу. Встань, храбрая душа. Я передаю вам свою власть. Будьте высоко над конфликтами, которые лишили вас радости. Сегодня ваши цепи рвутся. Отчаяние, которое вас тяготило, эмоции, которые вас мучили, воспоминания, которые вас преследовали, все это сегодня закончится. Протяни мне руку, и давай вместе идти навстречу успеху и благословению. Вернись завтра, слушай мой голос еще раз, и я дам тебе еще больше живой воды из вечной скалы. Мой Святой Дух будет продолжать наполнять тебя, и моя любовь будет сверхъестественным образом окружать тебя. Оно никогда не покинет вас. Я напомню вам еще раз, потому что знаю, что, услышав это, вы получите радость и покой. Я глубоко люблю вас, и мои благословения льются каскадом святой воды на вашу жизнь, вашу семью, вашу работу и ваш дом. Ничто и никто не сможет им помешать. Примите это обещание и обретите мир. Я с тобой каждый день. С того момента, как ты впервые увидел свет, мое присутствие окутало тебя. Мои легионы ангелов наблюдают за вами ежедневно, и мой Святой Дух направляет вас сегодня, завтра и во веки веков. Пусть отвлекающие факторы исчезнут. Наполнитесь спокойствием. Пусть страх исчезнет. Я наводняю вас безопасностью. Слова силы польются из ваших уст не только для вас самих, но и для окружающих. Вы источник свежей, святой и живой воды, источник надежды в пустыне, возрождающий утраченные мечты. Иметь веру. Последнее слово остается за мной, и мой диагноз идеален в любой ситуации, с которой вы сталкиваетесь. Я открою для тебя двери и поддержу тебя. Держись за жизнь и открой мне свое сердце. Пусть оно переполнится любовью. Ты родился, чтобы жить в окружении моего божественного света, а не для того, чтобы жить во тьме, запертый в углу. Выйдите на солнечный свет и испытайте это ощущение. В конце этого туннеля тьмы есть свет. Ты теперь свободен от всего, что когда-то сдерживало тебя: отчаяние, одиночество, презрение, криков и пустых слов. Все попытки сломить вас и украсть ваши мечты пропали. Не зацикливайтесь на прошлом. Не пытайтесь собрать осколки, их больше нет. Душа твоя чиста, разум умиротворен, а сердце готово к новой жизни, наполненной радостью. Обильные благословения уже на горизонте. Окна и двери небес широко открыты благодаря вашей верности. Ваша вера и преданность поставили вас на передний план. Я самый счастливый Отец во Вселенной. Приходите, давайте отпразднуем вашу предстоящую победу. Примите его с тем же энтузиазмом, с которым вы подходите к нему каждый день, с той решимостью, которую вы проявляете, когда преклоняете передо мной колени, независимо от времени и обстоятельств, входя в мое присутствие, чтобы вознести свои молитвы. Несмотря на испытания и бури, я излил на вас обильные благословения. Я никогда не оставлял тебя, и ты это хорошо знаешь. Некоторые получают благословение, но вместо благодарности возгордились и забывают спасшего их Бога. Вы должны сохранять бдительность, чтобы предотвратить это.
Мое слово прочно и живо, мое обещание заботиться и благословлять вас искренне. Я не обманываю, и то, что я вам передаю, всегда материализуется. Все, что я ищу от вас, это скромное количество веры, высшее положение в вашем сердце и готовность следовать за мной. Будьте стойкими в молитве и никогда не позволяйте своей вере поколебаться. Приготовьтесь стать свидетелем чудес, поскольку чудеса откроются перед вашими глазами. Моя сила очевидна в семьях, которые ищут меня со смиренным и благодарным сердцем. Я неизменен, тот же вчера, сегодня и вовеки. У меня с тобой завет, который я никогда не нарушу. Я даровал вам мой Святой Дух и наделю вас сверхъестественными дарами. Я ценю твое сердце и твою семью. Я восхищен вашим отношением и вашим благодарным духом. Однако вы также оказываете мне честь, когда стремитесь к благополучию тех, кого любите. Здесь, в моем присутствии, вы найдете все, что вам нужно. Иди и укрепись, прими мою любовь, прими мою привязанность. Ваше благословение быстро приближается. В ближайшие дни откройте свое сердце радости, ибо она станет вашей реальностью. Чудо, которого вы так долго ждали, уже в пути. Сохраняйте уверенность, как и в те времена, когда вы сталкивались с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями. Когда ваши естественные чувства сообщили вам, что всякая надежда потеряна, мой дух раскрыл мою могучую волю. Я выбрал тебя не за поражение, вам суждена победа. Но я хочу, чтобы вы искали меня и знали меня глубже. В этом мире нет такой чистой и огромной любви, как моя. Некоторые могут этого не понимать и предпочесть отвергнуть это, отрицая, что их тоже глубоко любят. В своем пессимизме они хотят убедить других, что они вечно одиноки и что во Вселенной нет существа, которое любило бы их так сильно, как я, любимый. Моя любовь к тебе безмерна, и мое сердце жаждет твоего счастья и благополучия. Откройте свое сердце, чтобы принять мою безграничную любовь, и пусть она наполнит вас миром и радостью. Вы не одиноки в этом путешествии. Я с вами на каждом этапе пути, направляя вас, защищая вас и осыпая вас благословениями. Я рядом с тобой, широко раскинув руки, и жду, когда ты отдашь свое сердце. Я вижу твою борьбу, твои мечты и слезы, которые иногда застилают твои глаза. Ваши намерения чисты, и я хочу одарить вас прекрасными благословениями, которых жаждет ваша семья. Вам не нужно нести непосильное бремя. Я никогда не хочу, чтобы ты был чьим-либо рабом. Благословения, которые я предлагаю, бесплатны и даны для того, чтобы вы могли поделиться ими со своими близкими, а не копить их, как спрятанные семена, которые увядают. Позвольте реке жизни течь и не блокируйте собственное процветание. Я Бог тех, кто помогает, делится и дает. Я ваш кормилец, и я умножу благословения, которые дарую вам. Ничего не будет недоставать. Я постановил положить конец вашей борьбе. Я понимаю проблемы, которые этот мир ежедневно бросает вам. Я питаю ваш дух словами веры, надежды и любви. Эти слова не просто пустые фразы, это буквы вечной жизни. Если вы сохраните их в своем сердце и разуме, они принесут вам бесчисленные победы. Не бойтесь врагов ваших, и потомки ваши никогда не будут просить милостыню. Они не будут загнаны в угол или побеждены. Я дарую вам большую чувствительность, чтобы вы могли понять сверхъестественную силу моего Святого Духа. Я не просто утешаю твою душу. Я даю вам силу и самоконтроль, чтобы подниматься, работать, сражаться и побеждать. Те, кто противостоит вам, в страхе побегут, а вы встретите любую ситуацию с непоколебимой силой, усиленной моим присутствием.
Я превратил твои слезы в радость, рассеял твое отчаяние и раскрыл твою истинную цель. Ты замечательный человек, и даже те, кто знал тебя раньше, не могут отрицать, что с каждым днем ты становишься все более похожим на меня. Я излил на вас божественное помазание, дав вам силы подняться снова. Я открою двери, куда бы ты ни пошел. Просто спросите, и я наполню ваши сумки подарками. Используйте их, чтобы творить добро прямо там, где вы находитесь. Поделитесь этими словами со всеми, кого вы встретите, независимо от того, нужно им это или нет. Делайте это безоговорочно, ибо каждое благословение, которым вы поделились, вернется к вам в приумноженном виде. Научитесь думать, как я. Когда я обещаю одарить вас своими благословениями, не думайте о материальном богатстве или имуществе, которое увядает. Подумайте об изобильной вечной жизни. Если вы ищете меня искренне, все остальное придет к вам само собой. Откройте мое слово и изучите его. На каждое чудо всегда был кто-то с непоколебимой верой, кто-то, кто благодарил меня за то, чего они еще не видели. Их благодарность зажгла их веру и привела к невероятным чудесам. Моря расступались, армии терпели поражение, благословения для бедных умножались, больные исцелялись, а испытания и гонения переносились. Та же самая сила, которая придала им смелости, теперь находится рядом с вами. Вы имеете дело не с воображаемой сущностью. В моем присутствии вы обнаружите воображаемое божество, наполненное любовью, прощением, исцелением и спасением. Держите мудрость, терпение, спокойствие и разум в своих руках, потому что я тот, кто держит ваше будущее, решение и выход. Я призываю вас подойти ближе, понять меня на более глубоком уровне и ощутить мою божественную и сверхъестественную силу. Действуй как мой инструмент, помоги основать мое королевство и позволь моим желаниям исполниться в твоем сердце и доме. Вы сильнее, чем думаете, и преодолейте все испытания. Не принимайте поражения и опасайтесь негативных слов, откуда бы они ни исходили. Поверь в мою любовь к тебе, любовь, которая никогда не оставит тебя, независимо от обстоятельств. Если ты упал, знай, что ты не останешься на земле. Уделите мне все свое внимание, ищите меня каждый день с искренностью и смирением. Признайте, что я вам нужен, и поймите, что я тоже о чем-то прошу вас. Исполни мою просьбу и прими помощь, которую я предлагаю. Быть храбрым – это совершенно нормально. Вы доказали свою независимость и силу, но бремя, которое вы несете, тяжело. Признайте, что вам нужен кто-то, кто освободит вас от этих оков. Доверьтесь мне, потому что я предлагаю вам возможность остановиться и отдохнуть. Прислушайтесь к целительной силе моих слов, позвольте им течь через ваши уши в ваше сердце и очищать ваши внутренние тревоги. Вы прилежны и желаете, чтобы дела шли хорошо. Вы выполняете свои обязательства, но слишком сильно напрягаете себя. Чрезмерная работа может привести к отвлечениям и ошибкам. Стремитесь к хлебу насущному, поддерживайте свою семью, но помните, если я не буду участвовать в построении вашей жизни, все ваши усилия будут напрасны. Беспокойные ночи и потеря сна не помогут. Позвольте мне внести ясность в ваши мысли. Ваше тело устало, и я здесь, чтобы предложить исцеление, поддержку и утешение. Вы ежедневно сталкиваетесь с битвами, и враг дует на вас встречным ветром. Не позволяйте оппозиции утомлять вас. Позвольте мне помочь вам. Почувствуй мою любовь еще раз и возроди пламя своей веры. Вы не побеждены, и ваши мечты далеки от завершения. Проводите больше времени в моем присутствии, и если есть вопросы, которые нужно решить, начните со мной. Не бойтесь, я здесь, чтобы предложить руку помощи.
Пусть ваше сердце переполнится радостью, а разум обретет покой. Вам не нужно жить в постоянной борьбе, полагая, что никто вас не понимает и не помогает. Вокруг вас есть люди, которые поглощены своей жизнью и часто сталкиваются с проблемами, которые закрывают им глаза на ваши потребности. Однако многие из них глубоко заботятся о вас и вашем благополучии, даже если им трудно это выразить. Я посылаю вам это сообщение и призываю вас не игнорировать его. Пусть радость наполнит вашу душу, и пусть лучезарная улыбка украсит ваше лицо. Улыбка может положить начало исцелению и чудесам. Улыбнитесь сегодня всем, посмотрите, как меняются отношения. Люди поймут, что нашли в вас настоящего друга, и разорванные отношения начнут налаживаться. Мы с вами разделяем подлинный и вечный завет. Я даровал вам новую жизнь, очистил ваш дух и направил вас на уникальный и сверхъестественный путь. Используйте эти дары с умом, будьте благословением для окружающих, для народов, но всегда начинайте с благословения своей семьи. Продолжай свой путь и всегда помни о том, о чем я тебя просил. Когда возникнут конфликты, примите мою помощь, и вместе мы быстрее поднимемся на гору. Твоя душа обретет покой, и ты пройдешь свои дни, окутанные моим присутствием, наполненные спокойствием. Я нахожу радость в поддержке вас, и мне доставляет огромное удовольствие, когда вы приходите ко мне за помощью. Давайте вместе сделаем первый шаг, почувствуем мои объятия, и ваше сердце переполнится радостью и покоем. Погрузитесь в спокойное ощущение покоя, расцветающее в вашем сердце. Он дает вам смелость противостоять любым вызовам с уверенностью и решительностью. Ищите мои слова, мои обеты и мои намерения. Ты обитаешь со мной в небесных сферах, окруженный благословениями. Однако, чтобы получить их, необходима вера. Даже сейчас вы, возможно, не полностью осознаете и не предвидите эти благословения, но я осязаем и неизменен. Я более надежен, чем воздух, который вы вдыхаете, более сияющий и чистый, чем солнечный свет, украшающий ваши дни. Мое присутствие постоянно, оно откликается на каждое желание, исходящее из вашего сердца. Откройте для себя истинную суть моей благодати, вечного дара, рожденного любовью. Не потому, что вы достойны или безупречны, а когда я заявляю, что вы имеете право на лучшее, это потому, что лучшее уже принадлежит вам. Вам не нужно побеждать в бесконечных битвах или переносить бесчисленные испытания, чтобы заслужить великие благословения в моем королевстве. Победы достигаются верой, а благословения принимаются с благодарностью и смирением. Способности и навыки, которые я вам подарил, предназначены не для хвастовства, демонстрации или поиска аплодисментов и лести от других. Те, кто искренне понимает меня, проживают это своими подлинными и чистыми делами. Они не называют себя лидерами и не гоняются за поклонниками. Они не хвастаются многочисленными подписчиками и не считают себя влиятельными людьми. Они не гонятся за славой или пустыми похвалами. Если ты действительно жаждешь войти в мое сверхъестественное царство, защити свое сердце от гордыни. Даже когда вы поймете, что я одарил вас более великими дарами и благословениями, оставайтесь скромными. Протяните руку помощи с чистыми намерениями нуждающимся. Когда вы сделаете это от всего сердца, вы станете свидетелем удивительных чудес, исцеляющих благословений и изобилия силы. Я наделил тебя полномочиями. Вы можете преодолевать конфликты, решать масштабные проблемы и оставаться невредимым. Вы можете подняться, продвигаться к победе, ибо ваш триумф уже гарантирован. Действуйте с верой и непоколебимой уверенностью. Воздержитесь от произнесения слов, которые я не одобряю, и выбросьте любые эмоции, которые вам не принадлежат.
Обменяйте свои прошлые воспоминания и сожаления на новые мечты и амбиции. Позвольте моему исцеляющему прощению полностью окутать вас. Позвольте мне превратить ваше прошлое в многообещающее будущее. Я зажигаю огонь в вашей душе, который озарит всех вокруг вас, особенно тех, кто вам очень дорог. Обратите внимание, как меняется выражение их лиц, когда они смотрят на вас. Сияние, исходящее из ваших глаз, это сильное помазание моего Святого Духа. Я дарую его тебе по милости и любви. Ваш долг – погрузиться в мое учение, искать меня в молитве, и по мере того, как вы глубже погружаетесь в эту духовную сферу, вы почувствуете растущее желание искать меня еще больше. Во сне я открою тебе свою волю. Используйте этот драгоценный дар ответственно. Я дарую тебе проблеск небес, но не для того, чтобы громко заявить об этом, а для того, чтобы ходить смиренно, относясь к другим с уважением, как к своим родственникам. Относитесь к ним так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Будьте настоящим и искренним другом. Каждый раз, когда вы проявляете кому-то любовь и доброту, я сажаю в вашу душу новое сверхъестественное семя. Оно будет процветать в изобилии, принося новые чудеса, исцеление и силу. Посмотрите, как прекрасно, когда ваша семья, друзья и братья ищут меня в согласии. Мой Святой Дух не может обитать среди отвержения и постоянных разногласий. Меня разочаровывает то, что некоторые заявляют, что любят меня, но говорят плохо о других, часто без уверенности. Если они упорствуют в распространении негатива о других, но молчат, когда приходит время говорить о ком-то хорошо, никакое добро не может родиться из сухой души колодца, лишенного воды. Ты мой источник силы и изобилия, никогда не забывай своего божественного обеспечения. 1 Коринфянам 10 часов 13 минут. Вас постигло никакое искушение, кроме общечеловеческого, и Бог верен. Он не позволит тебе быть искушенным сверх того, что ты можешь вынести, но когда ты искушаешься, Он также укажет выход, чтобы ты смог перенести это. Помните, любовь терпелива, любовь добра. Не завидует, не хвалится, не гордится. 1 Коринфянам 13, 4-7. Представленная информация дает ценное представление о достоинствах любви, доброты и верности как духовных качеств. Подчеркивается, что любовь терпелива, добра и не склонна к гневу. Любовь не ведет записи проступков и не радуется злу, а сорадуется истине. Любовь защищает, доверяет, обнадеживает и устойчива, как сказано во 2 Коринфянам 5 часов 17 минут. Если человек во Христе, он новое творение, старое прошло, и появилось новое. Согласно 2 Коринфянам 9, 7, нужно давать по собственному выбору, а не с неохотой и не по принуждению. Бог обожает радостного дарителя. В послании к Галатам 2 часа 20 минут подчеркивается преображение, которое происходит, когда человек принимает Христа, утверждая: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Жизнь, которую человек живет в теле, проживается верой в Сына Божьего, который возлюбил нас и принес себя в жертву за нас. Плод Святого Духа, как указано в Галатам 5, 22-23, включает в себя любовь, радость, мир, терпение, доброту, милосердие, верность, кротость и воздержание. Нет закона, запрещающего такие добродетели. В послании к Ефесянам 2:8 повторяется идея спасения по благодати и вере, дара от Бога, а не заработанного делами. Послание к Ефесянам 4 часа 32 минуты призывает к доброте, состраданию и прощению, отражая прощение, которое мы получили во Христе. Со смирением мы приближаемся к Отцу Небесному, ища Его руководства и защиты. Псалом 121:2 напоминает нам, что наша помощь исходит от Творца неба и земли.
Он наше прибежище и сила, наш источник помощи в трудную минуту. Мы молимся о божественном руководстве и победе над противниками, которые могут помешать нашему прогрессу. Мы верим в Его помощь, особенно в финансовых вопросах и обеспечении. Вера состоит в том, что на нас прольются благословения, которые защитят нас от планов врага и увеличат благосклонность Бога в нашей жизни. Наша цель – быть благословением для других, направляя свои шаги туда, где мы можем оказать положительное влияние, помогая тем, кто в этом нуждается. Пусть наши слова будут наполнены любовью и ободрением, приближая других к Богу и распространяя Его свет. Сегодня день оптимизма, поскольку препятствия, блокирующие наш путь, исчезнут, открыв путь к путешествию, наполненному счастьем и успехом. Представьте себе жизнь, свободную от бремени и проблем. Почувствуйте внутренний мир, окутывающий вас, когда вы слушаете божественный голос, побуждающий вас двигаться вперед. Примите эти благословения и доверьтесь руководству Бога. Его присутствие дает надежду в темноте и ясность в наших решениях. С каждым шагом чувствуйте положительную энергию, обновляющую вашу веру и доверие. Любое препятствие будет преодолено, потому что Бог прокладывает путь для особого послания, предназначенного именно для вас. Подумайте об особенных людях в вашей жизни, например, о вашей сестре. Иногда это сложно, но помните, трудные дороги часто ведут к прекрасным местам. Поверьте, здесь действуют разрушительные элементы, и ваша сестра может участвовать в них. Ревность и горечь охватили ее сердце. Это превратило ее в препятствие в вашей жизни. Она завидует вашим достижениям и готова пойти на крайние меры, чтобы подорвать вас. Однако ее негатив не должен вас обескураживать. Вместо этого рассматривайте это как движущую силу для повышения устойчивости и демонстрации способности преодолевать любые препятствия. Доверьтесь Божественному, и, проявив храбрость и решимость, вы одержите победу. Имейте в виду, вы ведете эту битву не в одиночку, Бог на вашей стороне. Действия вашей сестры могут быть болезненными, но постарайтесь сопереживать ее трудностям. Отвечайте состраданием и пониманием, а не ненавистью. Вы достойные спокойствия и радости. Ищите поддержки у друзей и семьи, которые заботятся о вас. Со временем вы найдете способ примириться или держаться на расстоянии от негативного влияния. Горечь вашей сестры постепенно утихнет, и ваши отношения станут более гармоничными. Ваше путешествие будет украшено позитивом, шансами и поддержкой людей. Радость наполнит вашу жизнь, и вы будете транслировать миру свои позитивные новости. В трудные времена не волнуйтесь. Ваши проблемы в моих умелых руках. Когда печаль охватывает твое сердце и слезы текут по твоему лицу, помни эти три вещи: я с тобой, я все еще с тобой, и я всегда буду с тобой. Введите 333, если вы придерживаетесь этого мнения. Будь сильным и смелым, дитя мое. Не бойтесь и не унывайте. Я буду сопровождать тебя, куда бы ты ни пошел. Помните, если вы прощаете других, ваш Небесный Отец простит вас. Ибо только я могу превратить бедствия в послания, испытания в триумфы, а жертвы в победителей. Только со мной вы откроете для себя неожиданные чудеса, которые навсегда изменят вашу жизнь. Понимаете, коренная разница между мной и человечеством вот в чем: я даю и прощаю. Люди часто получают, но забывают. Введите «да», если вы согласны с этой истиной. Небесный Отец, сражайся с теми, кто желает причинить мне боль, и устрани все препятствия с моего пути. В Иисусе Христе я заявляю, что завершу этот год сильным. Святой Дух, обучай.
направляя меня в моих действиях. Ангел шепчет, что завтра утром вы получите чудо, которое решит ваши финансовые проблемы. Напишите 2222, чтобы выразить свою веру в это сообщение. Наконец, Бог хочет заверить вас, что смерть – это не финал. Есть жизнь за пределами этого земного существования. Ваша душа вечна и сохранится после гибели вашего физического тела. Доверьтесь Божьему обещанию вечной жизни и не бойтесь смерти. Это просто переход от одного состояния существования к другому. Решите видеть Божью доброту во всем, и вы обретите смирение и надежду. Чтобы подтвердить эту веру, напишите 33. Дорогой Бог, пожалуйста, направь мое сердце и защити мой разум на этой неделе. Войди в мое сердце и стань моим Господом и Спасителем, помогая мне стать тем человеком, которым Ты хочешь, чтобы я был во всех аспектах моей жизни. Я отказываюсь от всех своих страхов, тревог и беспокойств. Пожалуйста, присмотри за мной в этом году и направь мои шаги. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Небесный Отец, мы смиренно приходим к Тебе во имя драгоценного Иисуса, зная, что Твое Слово – это светильник для наших ног и свет на нашем пути. Мы ценим данные Вами обещания и утешение Вашего Святого Духа. Твое Слово напоминает нам в Иоанна 14:1 о том, чтобы наши сердца не смущались. Ты веришь в Бога, верь и в меня. Господь, мы признаем, что жизнь часто приносит неприятности и испытания, которые грозят сокрушить нас, но мы утешаемся тем, что Ты с нами, проводя нас через каждую бурю. Ваше Слово – это скала, прочное основание нашей веры, и мы стоим на нем с непоколебимым доверием. Мы просим о вере, которая переносит и побеждает болезни. Слово Твое возвещает в Исаии 53:5, «Но Он был пронзен за преступления наши, Он был сокрушен за беззакония наши, наказание, принесшее нам мир, было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Мы требуем этого обетования, зная, что ранами Твоими мы исцелились. Пусть Ваша целебная сила течет внутри нас, принося восстановление и целостность нашим телам, как Вы и обещали. Мы также молимся о вере, которая поможет преодолеть горе. Твое Слово заверяет нас в Псалме. Всевышний близок к тем, у кого разбито сердце, и Он избавляет тех, кто сокрушен духом. Мы доверяем Его милости и благодати. Мы смиренно просим Его исправить раздробленные части наших сердец, ибо Он – окончательный восстановитель. Мы молимся о силе отпустить наше прошлое, как вдохновлено Филиппийцам 3:13-14. Братья и сестры, я не считаю себя полностью постигшим все это. Но одно я делаю, я забываю прошлое и стремлюсь к будущему. Я стремлюсь получить награду, которую Бог призвал меня на небеса во Христе Иисусе. Мы твердо верим, что только Он способен полностью исцелить разбитое сердце, обновить грешный разум и искупить заблудшую душу. Послание к Римлянам 10:9 напоминает нам: «Если устами твоими будешь исповедовать, Иисус есть Господь, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Мы отдаем Ему все, зная, что Он – путь, истина и жизнь. Мы молимся, чтобы Он заполнил каждую пустоту в наших сердцах, потому что Он наш пастырь, и у нас не будет недостатка. Мы с нетерпением ждем будущего в Его руках, даже когда не видим Его. Руководствуясь притчами 3:5-6, мы доверяемся Господу всем сердцем и не полагаемся на собственный разум. Мы признаем Его во всех наших путях, и Он сделает наши стези прямыми. Мы верим, что Ты, Царь Иисус, поведешь нас в будущее, полное возможностей, любви и добра для нас самих и наших семей. С Тобой на нашей стороне у нас есть убежище во времена бедствий.
В Твоем присутствии мы находим радость, исцеление и мир в наших умах, домах и семьях. Как заверяет нас Исайя 41:10, «Не бойтесь, ибо я с вами. Не ужасайтесь, ибо я ваш Бог. Я укреплю вас и помогу вам, я поддержу вас моей праведной десницей». Мы провозглашаем наше восстановление в Твоем присутствии, зная, что Ты снова делаешь нас целостными. Нет подобного Тебе, Боже, и мы склоняемся и подчиняемся Тебе. Как говорится в послании к Филиппийцам 2:10-11, перед именем Иисуса должно преклониться всякое колено на небе, на земле и под землей, и всякий язык познает, что Иисус Христос, Господь, в славу Бога Отца. Ты наш Господь, и Ты нужен нам в нашей жизни. Освещай наши пути, рассеивай всю тьму и предотвращай атаки врага. Мы славим Тебя за Твою безусловную любовь, которая защищает, направляет, обеспечивает и прощает. 1 Коринфянам 13:4-7 напоминает нам о характеристиках любви: любовь долготерпит, любовь добра. Она не завидует, не превозносится, не гордится. Она не бесчестит других, не корыстна, ее нелегко разгневать, она не ведет учета обид. Любовь не радуется злу, а радуется истине. Она всегда защищает, всегда доверяет, всегда надеется, всегда упорствует. Спасибо Тебе за Твое постоянство в нашей жизни. Пусть Твое имя всегда будет прославлено. Мы доверяем Твоему обещанию вечной жизни, как сказано в Евангелии от Иоанна 3 часа 16 минут. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы не боимся смерти, ибо это переход из одного состояния бытия в другое. Как говорится в 1 Коринфянам 15:55-57, «Где смерть Твоя победа? Где смерть Твое жало? Жало смерти – это грех, и сила греха – это закон. Но благодарение Богу, Он дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Дорогой Бог, направь наше сердце, защити наши разумы и веди нас на этой неделе и в дальнейшем. Войди в наше сердце и будь нашим Господом и Спасителем. Помоги нам стать теми людьми, которыми Ты хочешь, чтобы мы были во всех аспектах нашей жизни. Мы отдаем Тебе наши страхи, тревоги и беспокойства, как призывает нас 1 Петра 5:7. «Возложите на Него все ваши тревоги, потому что Он заботится о вас. Наблюдай за нами и направляй наши шаги». Во имя могучего Иисуса мы молимся. Аминь. В Евангелии от Иоанна 14:15-18 Ты обещаешь послать нам еще одного помощника, Святого Духа. Мы благодарим Тебя за этот дар и приглашаем Святого Духа работать внутри нас, направлять нас и помогать нам расти в наших отношениях с Тобой. Пусть Святой Дух обличит нас во грехе и праведности, и пусть мы будем открыты для Его водительства в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за мудрость, силу и совет Святого Духа. Помоги нам быть чувствительными к Его присутствию и полагаться на Него во всем, что мы делаем. Пусть Святой Дух научит нас, направит нас и даст нам силу жить по Твоей воле. Господь, мы жаждем более глубокой встречи со Святым Духом, свежего прикосновения и обновленного наполнения Его присутствия. Пусть Святой Дух движется внутри нас и хранит нас в Твоей совершенной воле. Мы молимся, чтобы Святой Дух открыл наш разум для понимания, позволил нам творить мощные чудеса во имя Твое и ответить верой, добротой, терпением и смирением. Всегда позитивно смотрите на других и желайте в своем сердце использовать эти дары для создания еще больших благословений. Вы заслуживаете лучшего, ведь лучшее уже принадлежит вам. Я тебя люблю. Это неоспоримая истина, и эту священную любовь невозможно отнять у вас. Аминь.